какие премьеры в этом сезоне? Ну, во-первых, Интересные. значит, наша первая и важная премьера этого сезона – это спектакль «Дракон» по пьесе Евгения Шварца, замечательная, невероятная, фантастическая и вместе с тем очень актуальная история. А теперь мы уже приступили к репетициям спектакля «Бал воров». Здравствуйте, уважаемые друзья, и сәлеметсіз қадірлі достар. В эфире программа «Секреты татарской кухни». И у нас сегодня в гостях ведущие артисты Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова, народный артист Татарстана Илья Славутский и заслуженная артистка Татарстана Елена Ряшина. Здравствуйте, друзья! Здравствуйте! Как дела у вас? Рассказывайте. Замечательно, чудесно. Замечательно. Ну что, у нас сегодня должна быть прекрасная программа, потому что все в классном настроении. Я думаю, можно, в принципе, начинать уже даже сразу. Давайте Да, я думаю, да. Елена, можно начинать. Ну, руководите, во-первых, пожалуйста. надо начать, наверное, с приятной мелочи. Да. С гостинцев. Я люблю приятные мелочи. Давайте. Значит, вот это замечательные приятные мелочи, это пригласительные для вашей съемочной группы на наш замечательный спектакль «5 вечеров». Спасибо. Спасибо большое. Вот мы их вам с большим удовольствием вручаем и ждем на нашем спектакле. А мы с большим удовольствием обязательно придем. Спасибо большое. Илья Славутский – актер, режиссер, фотохудожник, народный артист Республики Татарстан, член Союза фотохудожников России. Окончил актерское и режиссерское отделение ГИТИСа. Труппа театра с 1996 года. Среди его театральных ролей Остап Бендер в «Великом комбинаторе», «Фигаро», Петруччо в «Укрощении строптивой» и многие другие. Его режиссерские работы «Красная шапочка», «Мышеловка», «Женитьба», «5 вечеров». Елена Ряшина, актриса театра Качалова, заслуженная артистка Республики Татарстан. Закончила Казанское театральное училище. С 2001 года в театре имени Качалова. Сейчас актрису можно увидеть на сцене Качаловского театра в роли Серафимы Корзухиной в пьесе «Бег», Агафьи Тихоновны в «Женитьбе», Катарины в «Укрощении строптивой» и графини Розины в пьесе «Безумный день» или «Женитьба Фигаро» и многих других. Ну что, друзья, что мы сегодня будем готовить? Рассказывайте. Мы будем готовить гуся. На самом деле, я могу сказать... Тут подсказка как бы на столе для этого специально. Во-первых, почему такой выбор? Потому что в Инстаграме мы очень часто, вот Илья Александрович очень часто говорит о том, что он любит гуся, что мы на празднике готовим гуся, что это такая традиция в нашей семье, что вот у нас вот на Новый год всегда на столе гусь. И очень многие наши подписчики, поклонники, зрители все спрашивают, как вы готовите гуся, им очень интересен рецепт. И вот, наконец, случилось такое вот чудо, что они могут узнать, как мы готовим гуся и как это происходит. Увидеть Да, увидеть, как из это первых происходит. рук. Вообще, на самом деле, гусь – это мое любимое блюдо. А кто у вас готовит вот на Новый год гуся? Конечно же, Елена. Так. А я как бы только так вокруг хожу и жду, что долго, скорей. На самом деле у нас такая же традиция. У меня тоже супруга всегда на Новый год готовит гуся, и мы там как-то очень долго его готовим. Ну, правда же, ничего лучше солим. гуся нет. Да, абсолютно верно. Новый год, гусь, все. Давайте, двигаемся. Елена, ну раз уж вы будете у нас командовать сегодня Да, я всем буду процессом, командовать. вы давайте раздавайте всем задания, и Илье, и мне, а мы с удовольствием вам Понукай поможем. нами. Да. Я раздаю задание. Илья, давай бери соль, бери перец. Нужно его хорошенько Вы обмазать. поняли, что мне дали самое сложное задание? Держи тебе соль, Соль и и перец. перец. Так. И нужно хорошенько обмазать нашу птицу. Чем я могу помочь и не испортить гуся? Вы можете помочь тем, что вы будете нарезать яблоки. Отлично. Так, значит, я беру гуся. Да. Вот такой гусек у нас. У меня вопрос, а Елена, вы что будете делать? А я сейчас буду заниматься соусом, потому что какая птица вообще без соуса? Согласен, согласен. И для этого я должна переместиться туда. Куда? Вот сюда? Да, сюда. Давайте мы с вами можем поменяться. А как резать яблоки? Вот без разницы, потому что они пойдут внутрь, и я думаю, что нашему гусю не важно. Ну мы дольками можем же, Да, да? мы Тут Дольками. важны только- тактильные ощущения, надо делать так вот все вот так с удовольствием, вот так вот. Ну, чтобы красиво Вот было. так, да, вот, да, красиво. Да. А вот эти штучки вырезать или нет? Да, сердцевину Конечно. обязательно надо вырезать. Все, все, хорошо, хорошо. Это главное. Какая Вырезаем, конфорка у нас вырезаем, горит. вырезаем. Надо включить. Шик. Вот выбирайте, какую вам удобно. Ну, наверное, вот это мне будет Давайте, вот удобно. смотрите сюда и так. Я пока поставлю на максимальный, чтобы она Хорошо. пока разогрелась. Чтобы она пока Смотрите, разогрелась. очень важно делать гусю нежный массаж. Вот такой. Гусь должен получить удовольствие. Первые секретики пошли. Да, вот. Я вообще люблю очень простые традиционные блюда. Вот похлебку простую. Лена замечательно готовит похлебочки из всяких вот там,
простых ингредиентов, Ага. вкусно. То есть я Мне не, нужна не- водичка. Так, ну а расскажите вообще, какое-то любимое блюдо из детства. Желательно, конечно же, из татарской кухни. Ну, Желательно. мне немножко сложно вспомнить блюдо из татарской кухни, поскольку детство мое прошло в Ростове-на-Дону. Но это ваш родной город, да? Он не родной тоже Нет? город мне, потому что мой родной город Озерск. Это город в Челябинской области. Когда-то он назывался Челябинск-65. Это был секретный объект закрытый, его на карте не было. Это город, где делают начинку для атомных бомб. А в Казань вы переехали, когда Гос- вам было, если не ошибаюсь, 17 лет. Верно, да, это было Так. после школы. Родители сюда приехали работать. Первое блюдо, которое вы попробовали, когда приехали в Казань. Нет, ну, во-первых, я поразился всем замечательным вот этим треугольникам, Так. филимичам, все эти штучки, да. Ага. Это было для меня новинку. Да? Чак-чак, это все замечательно. Конину, во-первых, я полюбил. Я так люблю конину и теперь пропагандирую ее везде. Вообще, Казань для меня, конечно, родной уже стало давно. Ну, и это не странно, потому что ведь 20 с лишним лет я здесь живу. Я Ну даже- да, это И уже сын больше, мой чем родился на Казанской земле. Так что... Я так хопа подвел. Хоп, очень так, филигран. Ну, и, во-первых, разрешите мне вас поздравить. Спасибо Вот, большое. Да. Спасибо. Пусть растет здоровый, красивый, талантливый, Казанский успешный. парень. Елена, ну, Да. скажите, а как теперь получается-то немножко совмещать работу и все-таки семью и ребенка? Ну, Ну-ка, ну-ка, я ну-ка, могу ну-ка. сказать, что ну-ка. это на самом деле непросто Так? совмещать профессию нашу, которая требует таких огромных затрат и, в принципе, занимает много времени, сил и нервов. Мгм. Вот, это непросто дается, тем более, когда бессонные ночи. Но на самом деле это все очень приятные хлопоты, приятные и в театре, приятные и дома. И все это как-то, я как-то уже так адаптировалась. Был ли он уже в театре, нет, на работе у вас? Да, он у нас Он один был, раз так. приходил, и Он он приходил. пришел. Сам? Он зашел так, как будто он всегда там был, и как-то очень органично вписался вообще в это пространство, и как-то ему, по-моему, понравилось. Очень ему понравилось сидеть в зрительном зале, Так. смотреть на сцену. То есть он как-то почувствовал, что это какое-то место ему близкое и родное. Так. Нарезали яблочки, натерли Да. гуся. Елена. Замечательно. Елена. Натерли гуся, замечательно нарезали яблочки. Сейчас мы будем фаршировать гуся яблочками, черносливом и курагой. Так, Курагой. передаем тебе гуся. Давайте. Да? Так, Так. с трепетом. Окей. Так, Елен, что вы там намешали? Скажите, Ну, пожалуйста. я Это здесь, соус. Да, я делаю соус, клюквенный соус, потому что к птице, к гусю, к утке, к курице вообще на самом деле очень хорошо идет вот какой-нибудь клюквенный, брусничный. Главное, чтобы была кисленькая ягодка. Мы вот засыпали сюда клюкву, Так. этот сотейничек, Мгм. засыпали сахар. Так. Я вообще делаю все на глаз, на самом деле, поэтому пропорции как-то я сказать не могу. Это все пробуется. Нормально. Так и всё должно это быть, да. мне кажется. Так и должно Вот. быть. Так будет Так вкуснее. делают настоящие повара. Абсолютно верно. Вот. И А- пока у нас вот здесь вот томится клюковка с сахаром. Дальше это мы потом продолжим. Сейчас мы займемся гусем. Так, отлично. Сейчас вот мы смотрите. будем фаршировать нашего чудесного гуся. Мы тебе будем яблочки, да, подавать? Да. Да нет, я могу вообще Илья, знаете сама. что? Что? У меня есть предложение получше. Я думаю, что здесь Елена с яблочками справится. А я вот справлюсь. видел, что вы пришли к нам сегодня с инструментом. И правда. Да. Может быть, что-нибудь сыграем, а? Ну вот если Елена споет нам что-нибудь С, красивое. с удовольствием вот так вот буду яблочки Давай, складывать в гуся складывай яблочки, будешь и петь. буду петь. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит полночная звезда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Кондуктор не спешит, кондуктор понимает, что с девушкой я прощаюсь навсегда. Ты смотришь мне в глаза И руку пожимаешь. Уеду я на год, а может быть на 2, а может навсегда. Ты друга потеряешь. Еще один звонок, и уезжаю я, а может навсегда. Ты друга потеряешь. Еще один звонок,
и уезжаю я. Пара, 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 па, пара, пара, па, пара, 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 да. Браво! Браво! Главное, чтобы гусю понравилось. Да, я думаю, что Ему понравилось, и всем нашим зрителям тоже понравилось. Я вообще люблю, когда к нам приходят гости, вот играют, поют, это же так классно. Скажите, а дома вы вот часто поете, нет? Музицируете? Мы сейчас преимущественно детские песни поем. Да. Да, ну стараемся музицировать. Мы должны как-то. музицировать. Какая песня нравится ребенку больше всего? Ну вот это. Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей дорога. Без друзей меня чуть-чуть, без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. La 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 la. Мы нафаршировали нашего гуся, мы сложили туда яблочки, Яблочки. мы сложили туда чернослив, и Чернослив. курагу. Ну, я буду давать, чтобы я тоже как бы Да, пределе. чернослив и курагу. Чернослив и курагу. И мы положили чеснок. Чеснок обязательно нужно класть, не чистить, не резать, ничего. Прям берем вот так вот. Да ладно. Да, Прям так? Прям так полностью, потому что вот эта вот шелуха, она дает тоже определенный как бы пикантный вкус, потому что ароматнее гораздо чеснок становится, когда он не чищенный. Так, а сейчас мы Так, что? нашего гуся должны переложить на На противень. противень. Да. А ты держи, давай. Оп. Мгм. Он очень И тяжелый. все, и он у нас Хорош. уже практически готов, да? Да, он у нас То есть- практически готов. Мы его так красиво укладываем, и вокруг мы положим вот такую замечательную картошечку, потому что какой гусь без картошечки? Так, А картошка обязательно должна готовиться вместе с гусем, потому что она пропитается вот давайте я поближе сюда подвину. соком, жиром, и будет очень вкусная. И я давай тоже. Да, держи, Давай. Маш. Хоп. Вот так. Хоп. Отлично. Все, больше ничем мы его не смазываем. Мы ничем ничего не делаем. смазываем, потому что гусь хорош сам по себе, и какие-то лишние приправы, и что-то еще. Вот достаточно буквально перца, соли. Так, а в духовку какая Духовку. температура, сколько по времени? Мы складываем в духовку. Я обычно ставлю на 180 или 200 градусов. 180 или 200 градусов. Ну и чем дольше он там будет находиться, тем он будет сочнее и мягче. Отлично. Мы уже разогрели духовочку. Так, открываем. Хоп. И закрываем. И закрываем. Все. Хоп. Машем гусю, Очень машем. красиво. Машем гусю, оставляем его на какое-то время. Друзья, сейчас мы с вами прервемся на небольшую рекламу, после этого вернемся и будем готовить дальше. Для соуса ягоды засыпали в сотейник, добавили воду, сахар и, помешивая, довели до кипения и варили на медленном огне. Затем добавили цедру апельсина, апельсиновый сок и коньяк. Уварили и остудили. Гуся натерли солью и перцем и начинили яблоками, черносливом, курагой и чесноком. Выложили на противень и запекали в духовке при 180 градусах 2 часа. Подали к столу с ягодным соусом. Друзья, ну что ж, мы вернулись. Это программа «Секрет татарской кухни». Напоминаю, что у нас сегодня в гостях ведущие артисты Казанского академического русского большого драматического театра имени Качалова Илья Славутский и Елена Ряшина. И мы готовим гуся. А гусь, кстати, у нас уже в духовке. Да, вот Да. он уже тут. Он Такой красивый. замечательный, красивый в красивый духовке там, да. находится. А знаете, какой красивый будет, когда он приготовится? Ой, О, просто вообще. О, Вот, но готовиться-то у нас будет долго. Да, готовиться он будет А долго. программа у нас утренняя. И завтракать-то чем-то надо. Я вот хочу уже немножко перекусить. Ну, тогда Что я думаю, делать? что омлет подойдет тебе немножечко. И мне вообще подойдет. Как бы пока мы гуся ждем, да? Так, ну если Елена у нас ответственная была за гуся, то, Илья, я предлагаю, чтобы за омлет был ответственный вы. Если вы мне доверите такую... Ну, мы доверим. Да, ну, Да, мы доверим. Очень, ну, окей, ладно, хорошо. Нет, на самом деле Илья делает очень хорошо яичницу.
И все, что связано с яйцами, вот он делает очень хорошо и замечательно. Да? Да. Илья, давайте, жгите. Как гласит английская народная поговорка, не разбивший яиц, не сделаешь омлет. Ну, вот видите. Все нормально. Нормально все, как говорит один товарищ наш. Какой-то специальный рецепт или нет? Или это, Вообще, это очень просто- специальный простой рецепт. Чем проще, тем самый лучше. классический. Ничего нет лучше, чем простой рецепт, отработанный нашими бабушками, дедушками, прабабушками. Разбиваются яйца, заливается молочко. Все это так вот вилочкой так чик-чик-чик-чик-чик взбивается. Соль мы так сделаем фум. И Перчик. перчик сделаем хр-хр-хр. Все это выльем так красиво на сковородочку, закроем крышечкой и будем любоваться. Елена, как у вас дела? Все замечательно. Мы продолжаем. Сейчас мы будем самое интересное делать, на самом деле. Так, Для того, чтобы наш соус был пикантный, так, мы берем вот такую замечательную рюмочку, так. в которой есть немножко коньячка, и заливаем наш соус. Мгм. Я хочу вас попросить, Так, нужно натереть сюда цедру апельсина. цедру. Да, Окей. мы это все закинем туда. Сейчас залью сюда в наш соус апельсиновый сок. Так, Ого. Лена, Так, да, а я в это время заливаю молоко в наш омлет. Да, Лена, Мгм. смотри, ты мне скажи, когда хватит. На глаз. Ну вот, давай на глаз. еще, Ну, мне еще кажется... можно, да, можно еще Да, можно. все Нет, наливайте всё, просто. всё правильно, Все. да. Так, ну я натер. Да, это теперь, Смотрите. да, это теперь нужно все сюда тоже отправить, Ага, в нашу кастрюльку. хорошо. Илья, Да. такой вопрос. Вы уже давно живете в Казани. А как будет омлет по-татарски? Да, я знаю. Да ладно? Да. Серьезно? Сейчас Как? скажу. Тунтерма. Да? Правильно? Правильно, правильно, правильно. нормально. Откуда такие познания? Ну вот я как-то подмечаю какие-то слова, вы знаете, я запоминаю, иногда я спрашиваю специально коллег, которые владеют татарским языком, как это звучит, то есть как это слово по-татарски Мгм. будет, мне интересно. Отлично. Ну вообще язык, вообще это интересная вещь, язык, языки, языкознание. А ходите ли в театры? Конечно, На конечно, татарском конечно, языке. к нашим коллегам мы ходим, естественно. Они к нам приходят в гости, наши премьеры, наши спектакли. Это такая хорошая традиция, Да? ходить друг к другу, да. Ну, слушайте, кстати, ну давайте тогда, раз уж мы о премьерах заговорили, Давайте. новый сезон, Да, Открыт. 229-й Девятый театральный сезон идет. 229-й. Получается, в следующем сезоне будет юбилей. Юбилейный. 230-й. Отлично. Какие премьеры в этом сезоне? Ну, во-первых, Интересные. значит, наша первая и важная премьера этого сезона – это спектакль «Дракон» по пьесе Евгения Шварца. Замечательная, невероятная, фантастическая и вместе с тем очень актуальная история. А теперь мы уже приступили к репетициям спектакля «Бал воров». Так. Да, это замечательная пьеса французского драматурга Ануя. Очень необычная история. Это такая как бы комедия, водевиль, Франция, там воры, миллионеры, полиция, любовь. В общем, там все есть. Музыка, Интересно. танцы, очень красиво. Осталось добавить вот Да, так. так, шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик-шик. Так. Да, для красоты, во-первых, это красиво. Ага. Да, чуть-чуть мы сейчас соли сюда А сделаем. я думаю, что можно еще немножко разнообразить наш омлет. Каким у нас образом? есть чеснок, он остался. Так. Можно взять головку чеснока, и у нас есть терка, можно чуть-чуть натереть туда, и будет Головушку очень... чеснока, да? Да, и добавлять? будет очень вкусно. Давайте. Без да. проблем Ну, вообще. давайте, да. Илья, вы сказали, пьеса называется «Дракон». Дракон, да, дракон. А был такой мультик, я помню, когда там Достаточно. сражались с драконом, и все это заканчивалось так, что мятежник пал, слава новому дракону. А вот, кстати, Достаточно. как Достаточно. ни удивительно, этот мультик связан неким образом с этой пьесой. Так. Но это мое изыскание, я не уверен, что оно, может быть, как бы научно, но когда Евгений Шварц во время войны был в эвакуации в городе Алма-Ата, Ага. я предполагаю, что он либо знал эту легенду, либо услышал эту легенду о том, что когда дракона побеждают, Угу. то есть тот человек, который побеждает дракона, становится новым драконом. да. И в сущности, эта пьеса тоже как бы про это написана, о том, что проблема не в драконе. И спектакль наш об этом. Проблема не в драконе, а в людях. Ну да. Они создают дракона. Дракон в каждом из них живет. То есть вот об Ну этом да. идет речь. Да. И я поэтому, вот по этому мультик тоже не зря у тебя в памяти всплыл. А кого вы играете? Ой, я страшного человека играю в этой пьесе. Кого? Значит, я играю даже не дракона, а еще хуже человека. Там такой есть бургомистр. Так. Человек, который гораздо страшнее, чем дракон.
Потому что это человек, который приспосабливается ко всем ситуациям и остается в выигрыше. Так, Мы берем сливочное масло Мгм. и отправляем его на сковородочку. Так, достаточно будет, нет? Сейчас посмотрим, если что, добавим. Да, мы уже готовы тебе передать, да? Да, вы... Давай. Давайте сюда. Красиво. Елен, ну, Да, еще один прекрасный спектакль «Бал воров». да, мы как бы буквально приступили к репетиции. Ну да, идут репетиции, да, мы Мгм. приступили. Ага, к и работе. кого играете вы? У меня очень необычная роль, потому что она вроде как на вырост немножко, я могу играть ее много-много-много лет. Моей героине 60 лет. Ого. Да, это так. на самом деле очень необычный опыт для артистки, попробовать это, найти пластику, найти голос, найти манеру. Это же все равно как бы другое ощущение. Ты Очень момент- парадоксальную пьесу написала Нуй. Там как бы все так красиво, все так весело, все так счастливо. Курорт, виши, миллионеры, все вроде как бы хорошо у них, но они так одиноки, так скучно им, так они несчастны, что вот из этого все раскручивается. И вот из этой скуки, из этого одиночества. Ну, мне на самом деле ничего не остается, как еще раз всех наших зрителей пригласить к вам в театр на эти премьеры. Все верно. Приходите, не пожалеете. Соус, Омлетик, все, да, он готовится сейчас. а наш Соус. соус уже готов. Отлично. Вот, нам надо его сейчас переложить Вот такая у нас в есть такую посудинка. замечательную посудинку, и мы его отправим в холодильник, Чтобы он немножко остудился. чтобы он да? остудился на 2 часа. Ну что, давайте отправляем это тоже в холодильник и будем уже пробовать. Омлет. Яйца взбили, добавили молоко, соль, перец и мелко нарезанный чеснок. Все смешали, вылили на сковороду, смазанную сливочным маслом и довели до готовности. Друзья, мы все приготовили. У меня нету больше сил ждать. Давайте пробовать. Так, ну, начнем, я думаю, с омлетика, да? Ну, Да. так как это же завтрак, это у нас сытный Да. завтрак получился. Так, ну, мне кажется, омлет испортить вообще невозможно, если он только может Нет, гореть. омлетик получился очень нежный. Омлет Да. прекрасен. Он прям очень Так вкусный. взбиты, так сказать, яйца. Посмотри, Да, это сразу чувствуется, Илья, это сразу что чувствуется. мастер делал. Да, омлет замечательный, но давайте к основному блюду приступим. Это же гусь. Это гусь. Это гусь. Гусь-гусек. Так, ну выглядит невероятно аппетитно. Друзья, если бы вы знали, какие ароматы здесь доносились, просто вообще. Ну-ка. Это очень вкусно. Ведь можно запросто испортить гуся. Он может быть пересушен, а этот прям Гусь это очень непростое блюдо. сочный, как надо. То есть это очень Ну вкусно. Это очень вкусно. Он впитал в себя просто все ароматы вот этих вот чернослива, куряги, яблок. И это прям сразу Чесночка. чувствуется. Чесночка, да. Слушайте, это вкусно, реально. Друзья, ну я вас не могу отпустить просто так. Пожалуйста, вы невероятным образом поете вдвоем. Это очень круто, поэтому можно еще одну позицию, еще одну песню. Протекала речка, через речку мостик, на мосту овечка, у овечки хвостик. Кому это надо, никому не надо, кому это нужно, а никому не нужно. А кому это надо, никому не надо, кому это нужно, а никому не нужно. Спасибо, спасибо большое, друзья. Это был «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждое воскресенье в 11:30 на телеканале ТНВ. Пока-пока. Сау было вас. Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Tatlar xanı başları, yük təmli həm fayda.